Двухколавы транспарт, асабліва ў сельскай мясцовасці, амаль што асноўны сродак перамяшчэння. У гэтым можна ўпэўніцца, калі трапіць у амаль што любы невялічкі населены пункт вобласці. Свободное время, есть с кем провести с велосипедом, поездить, плюс здоровье. И вообще я люблю активный образ жизни. Поэтому велосипед для меня, в принципе, средство передвижения. Это мое средство передвижения, это мои ноги. Так как я немножко человек стесненный в движениях, мне велосипед именно помогает где-то быстрее, дальше где-то продвинуться. И хотелось бы, чтобы вот по нашему агрогородку Муховец была вот дальше дорожка велосипедная. В сельской местности велосипед немаловажную роль играет. Тем более, если двое детей, где-то вот съездить в магазин и вообще прокатиться. Велосипед в моей жизни значит многое. Я на нем научился, свой первый поход в магазин на нем провел. С друзьями гулять на нем ухожу. И, в общем, хорошая штука велосипед. Мое пристрастие с велосипеда началось, как я только начала ездить, мне это понравилось. Я очень далеко могу ездить на велосипедах, но при этом соблюдаю правила дорожного движения. У той же час велосипед і дадатковая небяспека для яго уладальніка. Асаблівую заклапочыласць у супрацоўнікаў ДАИ выклікае велосипедный рух у сельской мясцовасці. С начала текущего года с участием пешеходов зарегистрировано 127 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 24 человека погибли и 107 получили травмы различной степени тяжести. Практически в каждом втором случае виновниками явились сами пешеходы. Что касается статистики с участием велосипедистов, то с начала текущего года зарегистрировано 56 дорожных аварий, в результате которых 6 человек погибли и 50 травмированы. В 33 случаях виновниками явились сами велосипедисты. Таму і правядзенне акцыі «Захавай сваё жыццё» у сельскім населеным пункце не выпадковае. Падтрымаў акцыю Дзяржаўтаінспекцыі і мясцовы сельвыканкам. Я расцениваю эту акцию только с положительной стороны. Необходимо эти акции проводить с тем, чтобы обезопасить граждан, чтобы они стали немного заметнее на проезжей части в темное время суток. Приходится констатировать, что с наступлением осеннего-зимнего периода возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов. Мы попросили непосредственно госавтоинспекцию, походатайствовали, нашли полное взаимопонимание о том, чтобы как-то в первую очередь обеспечить тех людей, которые пришли сюда непосредственно на площадь, чтобы светоотражающими элементами. З мясцовымі велосипедыстамі пешаходамі правялі прафілактычную размову. Таксама ўсе яны атрымалі ў падарунак святлоадбівальныя элементы. Не забылі пра вадзіцеляў гужавой павозкі. Падобныя акцыі будуць праведзены і ў іншых сельскіх населеных пунктах вобласці. Юрый Печур, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».